Главные новости республики на ТНВ. Ну, что мы знаем о Венгрии? На самом деле, сразу на ум приходит всего лишь несколько ассоциаций. Ну, во-первых, это, конечно же, Дунай, как венгры сами называют его, Дуна. Венгерская мелодия Шуберта. Что касается гастрономии, это венгерский гуляш и венгерские сапоги. Маленькая страна, без моря, без гор, без экстрима, говорящая на непонятном языке и социалистическим прошлым. Сегодня Венгрия является одной из самых стабильных и самых безопасных среди стран Евросоюза. Возможно, именно этот критерий стал основным при выборе места для проведения Евроскиллс 2018. Стоит отметить, что Венгрии пришлось изрядно побороться за титул страны-организатора Евроскиллс 2018. Норвегия буквально дышала в затылок. Но во время голосования в Генеральной Ассамблее наибольшую поддержку жюри получила именно венгерская заявка. Таким образом, Венгрия стала первой восточноевропейской страной, где было организовано это мероприятие. И, по словам участников, прошло весьма недурно. Никаких полицейских кордонов, военных оцеплений и металлоискателей. То ли это венгерская беспечность, то ли проявление пресловутой демократии Старого Света. Один из самых крупнейших выставочных центров Будапешта именно так дружелюбно встречал гостей и участников Европейского чемпионата по профессиональному мастерству. Венгерские школьники, учащиеся колледжей, которых сюда с раннего утра начали массово завозить на автобусах, ко всему происходящему проявляли наименьший интерес. Кто-то скучал на скамейках, кто-то праздно шатался по территории экспоцентра, а кто-то и вовсе, по-видимому, пришел сюда отдохнуть. В отличие от самих венгров, на конкурсных площадках, где в эти дни как раз и проходили соревнования, чаще можно было встретить молодых людей из Восточной Азии. Международные эксперты Евроскиллс на полном серьезе их называли не иначе, как китайскими разведчиками. Ведь каждое конкурсное задание Евроскиллс 2018 – это уже технология будущего. На мировом чемпионате по профессиональному мастерству, который прошел в Абу-Даби в прошлом году, эти ребята из Татарстана утерли нос и Китаю, и Японии, уступив только Корее. Дюбанов Андрей и Фадеев Павел – единственные участники из сборной России по компетенции мобильная электротехника. Теперь в Будапеште они пытались вновь доказать всему миру, что и в России могут делать роботов. Бойцы. Наверное, это самое главное качество, потому что в их жизни был очень долгий, полуторагодовалый практически тренировочный процесс вне дома. И они выдержали все. По заданию ровно за 3 дня ребята должны были сконструировать робота-официанта, который должен уметь распознать и вынести грязную посуду. Задача усложнялась тем, что манипулятор или рука робота, так же как и рука человека, мог бы захватывать посуду любой конфигурации, величины и тяжести. Ни Андрей, ни Павел за все время чемпионата не дали ни одного интервью. Это их принципиальная позиция. По правилам же Евроскиллс участники чемпионата во время соревнований должны хранить полное молчание. Булат Галиуллин с 10 утра до 7 вечера каждый день скрывался от внешнего мира за толстым непробиваемым слоем наушников. Уже под вечер, украдкой, вопреки законам и правилам Евроскиллс, нам удалось записать с ним интервью. Обычный парень из обычной татарской глубинки. Теперь личность весьма известна не только в Татарстане. Участник и победитель многочисленных чемпионатов по плотницкому делу. Так просто, без гонора и без фальши нам признается, что давно не был дома. Сборы, тренировки, теперь это его жизнь. Жалеет, что даже картошку нынче родителям в деревне не помог собрать. В Европе для него все чуждо, а дома даже деревья другие. Нишлеп? Бүтән Европа агачлары исе бүтән төрле темде. Иске. Идеге агачлар түгел алайсы. Ну барыбер сезгә. Бүтән төрле эшкәртелә дә, барырстан төргеләрдә дә бүтән төрле кайрага кирәк. Кисеуен дә бүтәнчә кисергә кирәк. 3 модуля. Модуль 1, модуль 2, модуль 3. И все они по-своему очень сложны.
Это модель скворечника, которую Булат должен смастерить из дерева практически вручную. Впервые за всю историю подобных конкурсов плотники на Евроскиллс работали без электрических станков. Вначале участники на компьютере должны были нарисовать картинку в 3D-формате. Все размеры деталей уже в реальном воплощении должны соответствовать конкурсному заданию. Получается, что плотник – это не просто и жнец, и жрец. Это специалист самого широкого профиля. Это совсем другой специалист. У него видение профессии другое. Он не должен обязательно быть плотником в будущем. Значит, он не должен быть обязательно каменщиком в будущем. Он должен нести современную технологию на строительство. На чемпионате Евроскиллс 2018 в сборную России вошли 48 участников. Ребят из Татарстана на сей раз было не так уж и много. Всего 6 человек. Еще была компетенция инженерный дизайн, который представлял Альберт Минеев, медицинский социальный уход, где участвовала Айгуль Гарипова, и Карина Халеева, которая на чемпионате вывела новую модель для инвестиционного климата в республике. Ответственное производство и потребление. И необходимо было именно waste management, это то есть переработка мусора и прочее. Вот, и мы создали марафон специально для жителей Татарстана, потому что я из Казани. И вот специально для жителей Татарстана создали марафон, где мы не только бежим просто так и укрепляем свое здоровье, но также и собираем мусор параллельно тому маршруту, которому мы бежим. Да, действительно, нам очень понравилось, и мы решили, почему бы нет. Я могу с уверенностью лично свое мнение высказать, что это самые субъективные соревнования, которые могут быть. Экспертное сообщество, которое определяет именно человека, который будет участвовать, кто поедет на соревнования, но он может быть с одного региона, допустим, из Москвы, и он должен работать где-то в колледже, да? Он работает в колледже, и этот парень может учиться, или девочка учиться в его колледже. Он возьмет своего. Конечно, и поэтому мы для себя ставим самую главную задачу. Мы должны быть на голову сильнее всех. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, на мировом чемпионате, который состоится в Казани в 2019 году, от 3 до 5 человек в разных компетенциях из Татарстана будут представлены в сборной России. Тем более, что к этому событию республика, несомненно, готовится с размахом. Будет чем и удивить, и чем порадовать гостей. Приоритет, прежде всего, безопасность. Приоритет это удобство и комфорт. За безопасностью еще и стоит удобство и комфорт участников соревнований. Ведь ты должен быть спокоен для того, чтобы работать. Ты должен быть окружен вниманием, теплом со стороны организаторов. Но мы еще точно должны дать культурную составляющую в рамках чемпионата, национального чемпионата. I love it. Сборная России по итогам европейского соревнования Евроскиллс 2018 оказалась абсолютным чемпионом. Впервые наша страна заняла первое место не только в бальном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех 29 стран-участниц. 9 золотых медалей, 3 из которых в копилку нашей сборной принесли именно наши ребята. Андрей Дюбанов и Павел Фадеев. Мобильная робототехника «Золото». Альберт Минеев, инженерный дизайн, высший балл. Также Карина Халеева в компетенции предпринимательства завоевала наивысшую оценку жюри. Булат Галиуллин получил серебро. И это именно тот случай, когда никакая субъективная оценка, о которой так часто говорят на подобных состязаниях, не смогла преломить ход событий. Наши ребята просто оказались на голову выше всех. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов, 7 дней, Будапешт. Главные новости республики на ТНВ.